у вышинях Богу и на земле мир, у людях добрая воля. Слава у вышинях Богу и на земле мир, у людях добрая воля. Слава у вышинях Богу и на земле мир, у людях добрая воля. Господи, в устны мои открый, и в устны мои будут обвещать хвалу Твою. Час денничать Господу. Добрословенное володарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть звоевал, и тым, что в могилах життя даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть звоевал, и тым, что в могилах життя даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть звоевал, в могилах життя даровал. У миры Господу помолимся. За мир, звышение, избавление душ наших, Господу помолимся. За мир на усім свете, добрый стан святых Божих, церковь з'єднання усіх, Господу помолимся. За гэтую святую церкву и тых, что с верою, пошаною и страхом Божьим воходят у ее, Господу помолимся. За сподара нашего, сусветного патриарха Варфоломея, почестных святоров, диакона у Христе, усё духовенство и людей, Господу помолимся. За країну литовскую, рад належной улады ее, за всех, что стерегут ее целости и спокою, Господу помолимся. За Богом стероженную Украину нашу, Беларусь и наш белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях, Господу помолимся. За гэты город, усе городы и краины, за верных людей, что живут у их, Господу помолимся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных и за часы мирные, Господу помолимся. За доброе надворье, за подорожных уморы на земле и у поветря, за недужих, за несправедливость неволенных сестер и братов наших, и за избавление их, Господу помолимся. Каб нам выбавиться от всякого смутку, гневу, недоли и нестачи, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, и захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усе святую беззаганную, наидобрословеннейшую владарку нашу Богородицу и вечно Деву Марию за всеми святыми помянувши, сами себе един одного и все житё наше Христу Богу отдамо. Господи, Боже наш, Твоя улада недосяжная, слава неспостижная, милость невымерная, любовь до людей невымовная, Ты, уладару, по милосердности Своей зерни на нас и на святый храм гэты, и учини с нами, и теми, кто молится разом с нами. Богатую свою милость и спогаду, бо належит Тебе всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Славьте Господу, вся земля, славьте вместе имя Его, отдайте хвалу величи Его, молитвами Богородицы спался, уратуй нас. Скажите Господу, какие судовные отпоры Твои, я видишь могущности Твоей, лежать перед Тобою воля и Твои, молитвами Богородицы спался, уратуй нас. Пусть вся земля поклоняется Тебе и греет Тебе, хай славить любезных имя Твое, Всевышний, молитвами Богородицы спался.
Еще и еще у мире Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, и захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усей святую беззаганную, найдобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувшие сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи Боже, прослави удел свой, полноту церкви своей заховая, прослави за это Божию свою силою, и не покинь нас, якие сподеемся на Тебе, бо Твоя есть держава, и Твое володарство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Боже, будь ласкавый до нас и благослови нас, просветли на всяким плану Твоего и помилуй нас. Боже, что воскрес мертвых, радуй нас, якие поем Тебе, аллилуйя. Как мы могли познать на земле ништяк Твой, сород людей все избавление Твое. Сыне Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие поем Тебе, аллилуйя. Хай славит Тебе, Боже, все народы, хай славит Тебе все люди. Сыне Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие поем Тебе, аллилуйя. Земля дала плод свой, Бог наш Бог благословил нас. Сыне Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие поем Тебе, аллилуйя. Благослови нас, Боже, и хай припсет Перед Тобою все концы земли. Сыне Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие поем Тебе, аллилуйя. слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Одинородный Сын и слава Бога, ныне смертный. Зелень наше избавление, за которое принять тело святое. Божицы и завсёды Тебе молим. И не зазнавший смерть, стался человеком. Ты был укрижованный, Христе Боже, безгневнейший смерть, будучи одним святых Троицы, кровным славою Отцу и Святому Духу збав. Яще у мире Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, и захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усей святую беззаганную, найдобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувшие сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи, Ты дав нам гэтые супольные згодные молитвы, пообяцав виконать просьбы 2 ці 3, якія моляцца ў згодзе дзеля імя Твоего. Выканай же и цяпер просьбы нас, дзяцей Твоих, якія будуць на карысць нам у гэтым веку. Прывядзі нас да спазнання Твоей істины, а в будучым дай жыццё вечное. Бо Ты добрый, человеколюбный Бог, и Тебе славу узносим. Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Придите, будем радостно славить Господа, будет петь Богу Избавителю нашему. Сыне Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие поем Тебе, аллилуйя. Станем с утяжностью перед обличьем для Бога, убийцев уславим Его. Сыне Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие поем Тебе, аллилуйя. Господь Бог великий, и владар могутный над душой и землей. Сыне Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие поем Тебе, аллилуйя.
небо по все концы земли, и вершине гор належит ему. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, и поем тебе. Всеуладный Боже наш, який установил у небе и воинствы, анелов и арханелов для служения Твоей славе, зраби, каб гэты наш уваход был так само уваходом святых анелов, и каб яны разом с нами служили Тебе и славили Твою добрыню. Бо Тебе належится всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Доброславленный уваход святых Твоих заужды, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мудрость, стальма прамом. Придите, поклонимся и припадем. Христос воскрес! Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, и поем тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, зашел во смерти жития несмертное, изнишил преклонением воска святой. Аллилуйя, помилуй за праведное Твое воскресил, пусть все силы небесные воскликнули. Життя наше Христе Боже, наш слава дает. Земли Винское пароста, ветка Виленская, Литовская, Русское княжество с дома, церкви православный заступник, пастырь, добрый наставник и наковы народа суцешальник, преподобный знавцеля Понтий, моли Христа Бога, хранится душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сказавший мироносицам радуйтесь, и суня плащ проматили воскресением Твоим Христе Божьего, и апостолом Твоим заодно проповедовать, сбавца воскрес могилы. Теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хоть тебе смертный изышел могилу, ты снишил пекло владу и воскрес пероможно Христе Божа. Женщинам мироносицам кажучи радуйтеся, и Твоим апостолам супокой даруючи, Ты что даешь померлому воскресенье. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже святый, Ты меж святых спочиваешь, Тебе три святым голосом опевают серафимы, и усхваляют херувимы, Тебе все небесные силы поклоняются. Ты из небыту бытье провел все истное, Ты створил человека поводле образу своего и подобенства своего, и всеми дарами его оздобил. Тым, хто просить, Ты даешь мудрость и розум, и не погребовал грешниками, усталевавши для збавления покаяння. Ты нас покорных, невартых слугов Твоих, зрабил вартыми, и у годину гэтую стать перед славою святого Твоего ахвярника, и належное поклонение, усхваление приносить. Ты, володару, прими от нас грешных в устном Три святый спев, и наведай нас у добрыни Твоей, выбач нам усякую провину, свядомую и несвядомую, освяти наши души и тело, и дай нам у набожности служить Тебе во все дни життя нашего, про заступництво Святой Богородицы и всех святых, якие спрадвеку Тебе догодили. Бо Ты святый, Боже наш, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Добрословенный, кто приходит у имя Господне, добрословенный на престоле володарства Твоего, заужды и теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Помилуй, помилуй нас, святый Бог.
Христос воскрес! Святий Боже, святий моцний, святий несмиротный, помилуй, помилуй нас. Будем уважливыми миру сим, Богу Твоему, мудрость. Именно шостый, збав Боже людей Твоих, и благослови набыток Твой. Збав Боже людей Твоих, и благослови набыток Твой. Тебе, Господи, кричу, Боже мой, не змолчи. Збав Боже людей Твоих, и благослови набыток Твой. Збав Боже людей Твоих, и благослови набыток Твой. Мудрость. Неділю читання. Будем уважливыми. У гэтыя дні, калі памнажалася колькасць вучняў, узнікла нараканне эліністаў да іўдэяў за тое, што былі ў занядбанні у штодзённасці абслугоўвання удоў іх. Тады 12 апосталаў, склікаўшы мноства вучняў, сказалі: «Негоже нам, пакінуўшы Слово Божие, абслугоўваць сталы. Таму, браты, выберыце са свайго асяроддзя 7 мужоў, паважаных, напоўненых Духом Святым і мудрасцю, якіх паставім на справу гэтую. А мы пастаянна будзем у маленні і служэнні Слову». І спадабалася слово гэтае усяму сходу. І выбралі Стефана, мужа поўнага веры, верою і Духом Святым, і Філіпа, і Прохора, і Ніканора, і Тимона, і Пармена, і Мікалая, Празеліта з Антыахіі, якіх паставілі перад апосталамі, і тыя, помалившися, усклали на их руки. И Слово Божие узрастало, и значно помножалась колькость вучняў у Иерусалиме. И великое множество святароў приняли веру. Мир тебе. Духу Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Господи, Ты показал спогаду земли Твоей, и Ты вернул ее по воспалому. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Милосердность и правда сустроились, справедливость и супокой обнялись. Аллилуйя, запали у сердцах наших, человеколюбный владару, незгасное святло Твоего богопознания, и отчини вочи нашего розуму, каб нам разуметь Твое евангельское проповедание. Уклади у сердце наши страх до добрословенных Твоих заповедов, каб мы, перамогши усе телесные пожады, могли жить с духовным життем, думаючи и робячи усё, что приемно Тебе, бо Ты святление души и тела в наших Христе Боже, и Тебе славу узносим разом за вечным Твоим Ойцом, и з усе святым и добрым и животворчим Твоим Духом, цяпер и заўсёды, и на веки веков. Аминь. Мудрость, станьма прама, выслухаем святое Евангелие, мир усім. Поводле Марка, святого Евангелия, читання. Будем уважливими. У той час прийшов Іосиф, що з Аримафеї поважаний, радник, який сам чекав царства Божого, і одважився, увайшов до Пілата і попросив тіла Ісусова.
Пілат же здзівіўся, што ён ужо памёр, і, паклікаўшы сотніка, спытаў яго, ці даўно памёр, і, даведаўшыся ад сотніка, аддаў цела Іосіфу. Ён, купіўшы плашчаніцу і зняўшы яго, загарнуў плашчаніцу і паклаў яго ў магілу, што была высечана ў скале, і прываліў камень да дзвярэй магілы. Марыя ж Магдаліна і Марыя Іасіева глядзелі, дзе яго паклалі. Яков вакарея теюс каданги буво пасеренгима сарба, шабо иш вакарес, атвико юазапас иш ариматеюс, гарбингас теис мотарибус нарис, кури серги лавке дево каралистес, ездрасей ну эйо пас пилота, ир попраше езаускуно, пилотас ну стебо, аргияу буту мирес, ис посещавке шимтининка ир поклаусе, ар езаус яу мирес, патеристей иш шимтининко, ис атидаве юоза пуйкуна, шис ну пирко дробуле ну эме езу ну крижаус, и виньою и дробуле, пагульде ї капо, Русіє, куріс буво, ішкалтос уолоє, ір ушрітіно анга акменю, Марія Магдалена, ір Марія, Йозес Мотіна, мате кур'їс, буво палейдотас. Дорогие браты и сестры, сегодня неделя женщин-мироносец, и я думаю, будет логично, когда сегодняшнее слово после Евангелия скажет одна из наших сестер. Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Гэта якраз той вокліч, які жанчыны пачулі першымі і панеслі ў свет. Гэты вокліч Христос воскрес, сапраўды воскрес. Але мы былі не надта надзейнымі свідкамі, як жанчыны ў старажытныя часы, таму апосталы не заўсёды верылі, не заўсёды так адразу успрымалі на веру, што гэта сапраўды адбылося. Я сёння дзякую вельмі, што мне дазволілі сказаць гэтую казань. Для мяне гэта вельмі важна падзяліцца нейкімі сваімі думкамі. Я думаю, што сённяшняе апостольскае чытанне, оно таксама не здарма супадае менавіта вось сённяшнім евангельскім чытаннем пра дыяканаў, пра служэнне ў царкве, якое рознае бывае служэнне і як па-рознаму яно можа ажыццяўляцца рознымі людзьмі. Я хочу сказать такое, что, в принципе, жанчыны у поле Христа, яны часто выкликали, ну, такой не скандал, но незручности. Калі Мария и Марта, вот калі Мария сидела Христа слухала, ее там ставили вину, что она не допомагає своей сестры. Чомусь хлопчикам, які там слухали Христа, ніхто не сказав, ідіть, вот Марти, допоможите бульбу обобрать. Ну ладно, бульби не було, тоді в Америці тільки росла на Ближньому Сході, такої бульби не було. Ну от що-небудь заробити ці хатні справи. Ні, чекалося, що повинна сестра, от Марія, гэтай справи зробити. Далі, коли жанчына у тым жа доме у Вифании пришла с сосудом алавастровым, да, с миром и выказывала свою любовь до Христа, робила символичное деяние, помазывала его перед его смерти, пророцкое деяние, такое, так само для вучняў, там, для Иуды особливо, но и для інших вучняў это было, ну, трошки стрёмно, да, что-то такое робится, але Христос якби оборонил ее, он оборонил Марию, коли она не хотела идти на кухню, ён абараніў, калі жанчыну, калі да яе казалі, жанчына, как-то ты неправильно свое, штось такое робіш дзіўнае. Потым, калі
Христос так само зустрічав жанчину каля студні, так, розмовляв з жанчиною, розказує там богословські, високі вельми речі, і коли учні прийшли, вони такі в шоку, про що він ввогуле там з нею розмовляє. Для учнів часом, для апостолів їм було тяжко зрозуміти ось ці всі речі, але до жанчини, до серця, до її вони доходили. І ми часто кажемо, що мироносицы, мы заховали верность Христу до конца, и верность мы заховали не в таких малых справах. Тому що от жанчини, жаноче якби стиль життя, так, де-то робити маленькі незауважні справи, але робити їх кожен день, постійно, і ось це верно заховувати. А мужчинським лічиться таке нечто зробити велике, такий подвиг некий здійснити. Ось, але так само хочу про різні стилі далі трошки сказати. Спочатку скажу про те, як відбувається тепер у громадстві. И меня уразил неколи у Берлине, я была на экскурсии, и там есть помник, который называется Розенштрассе. Что это за помник? Это помник в 1943 году. Женщины, які были женаты на габреях, и они вышли на вот эту Розенштрассе, потому что их мужов, габреев, старались забрать в концентрационный лагерь. И вот эти женщины вышли, стали, скажут, не отдамо своих мужов, стреляйте у нас, вот мы немецкие женщины, мы своих мужов не отдамо. И что вы думаете? Этих мужчин не забрали в лагерь, и они выжили. Вот помника мужчинам, які вийшли за женщин у Берліні, я такого не знайшла. Може, древно шукала, але історики кажуть, що якраз у випадках, коли мужчина був женат з жінкою-габрейкою, то вони частіше розводилися і починали нове життя, ну, в сенсі німецький мужчина, тому що це було, ну, якби, створило незручності у житті. То же саме вам скажуть у шпиталях, что вот женщины, мужчина тяжко хворый, женщины ходят, стоять там у чергах, бывает и жонка, и кахавка приходит, и кто там, ну ходит женщина, да, підтримати этого мужчина. А от коли женщина захворіє, вельми часто відбувається наоборот, мужчина сходить за лепшим життям, тому що від його ви не чекаєте, що він буде такою підтримкою. Про політв'язнів так само шмат сказано, так, що ми ведаємо випадки, коли, ну, я не хочу сказать, что это вот женщины вот такие молодцы, а мужчины такие слабаки. Я хочу сказать про то, что есть у кожного человеку есть мужчинское и жаноче. І ми часом не розвиваємо вот эту іншу частку своєї душі, ніякі властивості, які лічаться, ну, нам непридатні. Женщина, наприклад, лічиться, а ну що там, женщина проповедовать буде, теологію вивчати, там брати на себе відказність, приймати рішення, це не жіноча справа. І з іншого боку лічиться, ну, мужчина, ну, чого він тут буде на кухні, там, дежурствує, туалети мить. Вот. Хотя мы бачим, что вот у апостольском читании диаконы, мужчины, были призначены на то, как заниматься социальной деятельностью, заниматься столами, заниматься вот этими забезпечением того, как в этой удовице, как была там справедливость, и все было добре, и порядочек был. Вот мужчины так само отказаны за порядочек, як и женщины. Тому скажу, что у нас есть спис на дежурство у приходе, вы можете записаться, и женщины, и мужчины могут записаться на это дежурство. Это открыто для всех. Спис служения открыто для всех. И всех будем вітати. Я так само хочу записаться, на жаль, я тут не живу, тому не можу віртуально робити такі речі. І я вельми рада нашому приходу, рада тому, що все ж таки наш приход, він інклюзивний у цьому плані, і досвід і мужчинський, і жіночий, і різний досвід людей з різних ситуацій, з різними життєвими історіями, він як об'єдновує, приймає і дозволяє йому тут безконфліктно, поки що, можемо, вот, ну, більш-менш безконфліктно, скажімо так, разом узбагачати один одного. Тому давайте ми будемо і далі заховувати в этой коштовності, що ось ми на новому місці змогли почати нечто нове, і хай йому росте, і ми всі будемо свідками того, що Христос воскрес, і будемо не надійними, а надійними свідками в этой радості, і так само не тільки словами, але й своїм служенням будемо це показувати. Христос воскрес! Справдив воскрес! Справдив воскрес!
Скажем усе, дуся е души, дуся во разумение нашего, скажем. Господи, помилуй. Господи, всевладный Боже, Отцов наших, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за великого Господара нашего, сусветного патриарха Варфоломея, за просвитеров, диаконов, монахов, усих у Христе, братов и сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за велебных и за всюди памятных засновальников гэтага святого храма и за усіх ужо спочилых отцов и братов и мати и сестер наших, что тут лежать и всюди правоверных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся Тебе, Господу Богу нашему, почуй голос моления нашего и молитву, и помилуй детей Твоих, усих, братов и сестер супольности нашей, и детей Твоих, Марины, Дарьи, Юрия, Вячеслава, Полины, Галины, Ирины, и детей Твоих, Нины, Ганны, Марии, Михала, Натальи, Сергея, Галины, Андрея, Людмилы, Вадима, Дениса, Светланы, Анастасии, Александра, Алексея, Виктора, Марины, Ганны, Натальи, Алены, Светланы, Юрия, Владимира, Яны, Кирилла, Ивана, Глеба, Мирослава, Алексея, Марфы, Людмилы, Адельфины, Аристарха, Семена, Софии, Тимофея, Маргариты, Елизаветы, тяжкохворой Ганны, тяжкохворой Катерины, Алены, Марины, протоиерея Константина, протоиерея Дмитрия, иерея Сергея, Ганны, Вадима, Аллы, Нины, Анны, Миколая, Елизаветы, Татьяны, Сергея, Анны, Алены, Катерины и усіх политзняволенных у Белоруссии, Ольги, Надеи, Леонида и несправедливо зняволеных братов и сестер наших, якія зараз знаходяться у зняволенні, Ганну, Сергея, Владимира, Миколая, Людмилу, Генриха, Сергея, Виталия, Семена, Максима, Андрея, Павла, Ольги, Василя, Марины, Владимира, Аскера, Нелли, Дмитрия, Андрея, Владислава, Евгена, Валентины, Александра, Василя, Андрея, Виталя, Афанасия, Евгена, Кирилла, Эдуарда, Дмитрия, Михаила, Ганны, Романа, Руслана, Андрея, Миколая, Руслана, Виктора, Александра, Дмитрия, Ольги, Владимира, Дмитрия, Сергея, Игора. Ласкою и щедростями Твоими задоволь усе просьбы их, вибач им усе провины вольные, межвольные, нехай добро будут принятые молитвы и милостины их перед посадом володарства Твоего, обрани их от ворогов бачных и небачных, от усілякой напасти, бяды и горы и хвороб збав. Подай здоровье с долголетием, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за всіх, хто вимушено покинув свої доми і родиму, і обдаровані йому сього необходного для життя на чужині, об худшейшим вертанні на батьківщину, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за всіх несправедливо зняволених братов и сестер наших и за их наихудшейшее вызволение. Скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яще молимся за перемогу народа України, за свободу нашого білоруського народу, за покаяння усіх, хто чинить гвалт, неправду і беззаконні. Скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за наших ахверодавцев и доброчинцев,
у святым і пачесным храме гэтым, за тых, хто тут спявае, працаўнікоў, за ўсіх прысутных тут людзей, што чакаюць ад Цябе вялікае і багатае міласці. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо Ты милостивый и человеколюбный Бог, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за упокоение душ спочилых детей Божих, новоспочилой Татьяны, Григория, Клаудия, Алены, Миколая, Александра, усіх ахвяр Чорнобильської катастрофи і усіх ахвяр репресій, и детей Твоих Алены, Ивана, Нины, Анатолия, Степана, Евгена, Бориса, Аллы, Силантия, Ганны, Тита, Ефросиньи, Александра, Нины, Ивана, Александра, Миколая, Ванды, Надеи, Степана, и за выбачение им усякое провины, вольное же и межвольное. Каб Господь Бог уселил души их туды, где все праведные спочивают. Милости Божие, володарства небесного, выбачения грехов их у Христа, несмиротного володара и Бога нашего просим. Господу помолимся. Боже, духовью всякие плоти Ты смерть потоптал, дьявола перемог життя свету Твоему дал. Сам, Господи, супокой души спочилих дітей Твоїх, усіх, хто загинув, ратуючи інших людей під час Чорнобильської катастрофи, усіх, хто помер від хвороб, викликаних радіацією, и всех, за кого мы сегодня молились, и упокой их у месте светлым, у месте квітнеючим, у месте спокойным, где нема покутав журби и стогнав, усякую провину, учинену ими словом або вчинком, або думкою, як добрий чоловіколюбний Бог пробач, бо нема чоловіка, який б жив би, не зграшив, бо тільки Ти один без граху, і правда Твоя правда навеки, і слово Твоє істина. Бо Ты у воскресенье, життя і упокоєння спочилих дітей Твоїх, усіх, за кого ми сьогодні тут молимся, усіх ахвяр Чорнобильської катастрофи, Христе Боже наш, і Тебе славу узносим з безпочатним Твоїм Отцом, і все святим і добрим, і животворчим Твоїм Духом, тепер і завсёди, і на веки веков. Верные яще и яще у мире Господу помолимся. Яще и шматразово приходим до Тебе и молимся Тебе, добрый и человеколюбче, каб Ты, выслухавши ласкаво наши просьбы, очистив наши души и тело до всякой нечистости телесной и душевной, и дал нам без осуджения стать перед Твоим святым охвярником. Дай, Боже, и тым, что молятся разом с нами, поспеху житті и веры, и уразумении духовных речев. Дай им, якие со страхом и любовью служат Тебе, принять без вины и осуджения святые Твои тайны и быть достойными Твоего небесного володарства. Каб мы под уладою Твоею завжди охованные Тебе славу узносили, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Никто, связанный телесными пожиданиями и утехами, недостойный наближаться до Тебе и служить Тебе, владару славы, бо служить Тебе нечто великое и страшное навіть для самих ангельских силов, не глядячи, однак, на это деля невыказанного, безмежного Твоего человеколюбства, Ты, не зазнавши ніякої зміни ці порушення Твоєї божської природи, став чоловіком і був нам найвищим святаром і, будучи владаром усіх, доручив нам святарське виконання этой служби безкровної ахвяри. Ти один, Господи Боже, володаешь усім на небе и на земле, Тебе, владара Серафимов и владара Израильского, носят на херувимском посаде. Ты один и святый сирот святых спочиваешь.
Тебе молюся одиному доброму, завсёды готовому ласкаво выслухать меня. Глянь на меня, грешно негодного слугу Твоего. Очисти мою душу и сердце от благого сумления, силу и святого Твоего Духа. Покольки я, опранутый у ласку святарства, зраби меня достойным стать перед Твоим святым охвярником, приносит Твое святое и всечистое тело. По честную кровь до Тебе приходжу, схиливши голову, и молюсь о Тебе, не отверни обличия Твоего святого от меня, не отлучи меня от детей Твоих, или дозволь, каб я, Твой грешный негодный слуга, принес Тебе гетые дары, бо Ты сам той, хто охверує, кого охверують, хто примає, кого роздають, Христе Боже наш, Тебе славу отдаем, с беспочатным Твоим Ойцом, пресвятым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды на веки веков. Аминь. Христос воскрес! Запаливай эту великую свечку и становись по центру. Ita херувимис тикос иконизентес, кетезо Петре один контрис агион гимнон просадентес пасанин биотикина потом это мериманостон веселеотон голони подиксомени тес ангеликес ауратус дорифоруменон таксисин. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы, что херувимов таємниче, являючи животворчої Тройці, Трисвятую пісню співаєм. Откладем же зараз усякий життєвий клопот, каб благодаря усіх ми прийняли, якого не бачно, супроводжає анёльська варта. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы, что херувимов таємниче, являючи животворчої Тройці, Трисвятую пісню співаючи, откладем же зараз усякий життєвий клопот, каб благодаря усіх ми прийняли, якого не бачно, супроводжає анёльська варта. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Христос воскрес! Велика Господаря нашего, сусветного патриарха Варфоломея, архиепископа Константинополя Нового Рима, няхай помяне Господь Бог во владарстве Своим, заужды и теперь и заусёды, и на веки веков, велебных митрополитов, архиепископов и епископов, весь святарский и монашеский чин, усіх наших ахвярадавців, усіх, хто тут співає і працює, няхай і усіх вас, правовірних християнів, няхай помяне Господь Бог во владарстві Своїм заужди, тепер і заусёды, і на веки веков. Добросчастный Иосиф, с древа зняв почестное тело Твое плащаницею чистую обвивши, и духмяностями у могиле новой закрывши поклав, у гробе плотью у пекле ж душой, як Бог, ураишь с разбойником, и на посаде Ты был, зайцом и духом усё наполняючи неописальные, яко живоносится края краснейшие чертога всякого царского, показайся светлейший Христе гроб Твой, источник нашего воскресения. Благообразный, добросчастный Иосиф, с древа зняв почестное тело Твое, плащаницею чистую обвив и духмяностями у новой могиле закрывши поклав. А счастлив, Господи, за ласки Твоей сионы, нехай сбудуются стены иерусалимские, тады буди милой Тебе ахвяра хвалы. Мельскими свеж почуй. Вежда
Судитую горбинку довану, пошвянтинему вешпати молдавкиме. Уща швентове ир ушто скуре купените кейма по молдому ир дева баймес йон иженга вешпати молдавкиме. Идант бутуме ишвадуатиш високю сельверто пикчу ир не претекляус вешпати молдавкиме. Апсауго киш гальбек пасигерлек ир глубок мус деве савая малоне. Кабу весь день ты был досконалым, святым, мирным и безгрешным у Господа просим. Анёла миру, верного наставника, оховника душ и телов наших у Господа просим. Пробачення, вибачення грахов і провинов наших у Господа просим. Доброго и корыстного душам нашим и миру для свету у Господа просим. Остатній час життя нашого у мирі і покаянні провести у Господа просим. Християнське скончення життя нашого, безбольного, непосромленого, мирного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Усей святую беззаганную, найдобрословеннейшую, славную владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи Боже, всевладару, один и святый, який приймаєш ахвяру хвали от тих, что от усього сердца кличуть Тебе, прими молитвы от нас грешных, узнеси их до Твоего святого ахвярника, дозволь нам приносить Тебе дары и ахвяры духовные за наши грехи и помылки людей, и полечи нас вартами знести ласку у Тебе, каб гэтая наша ахвяра была добро принята Тобою, каб добрый дух ласки Твоей спочил на нас и на дарах гэтых, якие приносятся, и на усіх людях Твоих. Щодростями одинородного Сына Твоего, с яким Ты добрословенный, с просвятым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды, и на веки веков. Мир усим. Узлюбим один одного, кабу однодумности вызнавать. Христос посеред нас. 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 Христос посреди нас. Христос посеред 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 нас. Хору сьогодні огульне. Христос посеред нас. Двери, двери, до мудрости будем уважливыми. Веру у одиного Бога Отца, усевладара, Творцу неба и земли, всего важного и немашного, и у одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного от Отца народженного прежде всеми веками, светло, светло Бога истинного, Бога истинного, народженного, нестворенного, одиносутного Зайцов прозервовался сталося, який теля нас людей, и теля нашего избавления сошел с небес, и вселился от Духа Святого и Девы Марии, и стал человеком,
был распятый за нас при Понтии Пилате, и погутовал, и был похованный, и воскрес в третий день згодно с Писанием, и взошел на небеса, и сядись праворучайца, и знов придет славе судить живых и мертвых, и его владарству не будет конца. И у Духа Святого Господа Животворчего, який адайца сиходить, якому разом с Отцом и Сыном поклоняемся, и якого славим, який говорит пророков, у одиную святую, повсюдную и апостольскую церкву, вызнаю одно хрещение для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станьма добра, станьма со страхом, будем уважливыми, как святое приношение у миры принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любов Бога и Отца и причастие Святого Духа, нехай буде з усіми вами. Узвисім серці. Подякуєм Господу. Для принтера знизу стоїть пакет з недогорелими червоними свічками. Візьми там яке довжейше і принеси сюди. Дивносудной належно и правильно Тебе опевать, Тебе доброславлять, Тебе хвалить, Тебе дяквать, Тебе поклоняться на усяким месте володарства Твоего, бо Ты Бог невымовный, неспознавальный, небачный, неспостижный, вечно истный и завжди той самый. Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас з нябиту у биттю, павших Ты знову зняв, и не отступился аж докуль не зробив усё, каб узвести нас на небо и подаровать будучее Твое володарство. За ўсё гэта дякуем Табе, единородному Твоему Сыну, Духу Твоему Святому, за ўсе вядомыя і невядомыя, яўныя і неяўныя добродействия, якія для нас здзейсніліся. Дякуем Табе и за супольное служение гэтае, якое Ты от рук наших принять полечил вартым, хотя и оточают Тебе множество арханелов, безліч анёлов, херувимы и серафимы, шестикрылые, шматвокие, лунаючи, криляючи, пераможную песню спяваючи, ускликаючи, вигукваючи, ди промовляючи. Замени перед иконами свечечки малые. З гэтымі добросчастными силами и мы, володару, человеколюбче ускликаем и промовляем: святый, все святы Ты, единородный Твой Сын, Дух Твой Святый, святые все святы Ты и слава Твоя дивосная. Ты свет Твой так полюбил, что отдал Сына Своего единородного, каб кожный, кто верит в Его, не загинул, але меў жыццё вечное.
І вось прийшовши і цалком довівши до ладу усю справу розпочатую для нашого уратування, у тую ноч, коли був видадений, ці хутчэй, коли сам себе віддав за життя світу, і он узяв хліб у святые своє, беззаганные, бездокорные руки, узнес подяку, добрословив, разламав, і дав святим своїм вучням і апостолам, кажучи: «Бярыце, ешьте, гэта тело мое, якое за вас разломывается, для отпущения грехов». Так само і келіх пасля вячэры кажучы: «Піце з яго все, гэта кроў моя новага запавету, якая за вас і за многіх проливаецца для отпущения грехов». Таму, памятаючы гэтую збаўчую запаведь і все для нас здзейсненае, крыж, магілу, воскресенье на трэці дзень, ушэсце на нябёсы, праваруч сядзенне, другое слаўнае зноў прышэсце. Твоё ад твоих табе прыносім за ўсё і дзеля ўсіх. Цябе пяваем, Цябе доброславляем, Табе дзякуем, Господи, і молім Цябе, Боже наш. Яшчэ прыносім Табе гэтае духоўнае, бяскроўнае служэнне і просім Цябе, і молім, і умольваем. Спашлі Духа Твайго Святога на нас і на прынесеныя дары гэтыя. І зрабі гэты хлеб каштоўным целам Хрыста Твайго. Амінь. А тое, што ў келіху гэтым каштоўнаю крывёю Хрыста Твайго. Амінь. Перамяніўшы Духам Тваім Святым. Амінь, амінь, амінь. Поклоняемся святым і пачесным целу і крыві Господа і Бога і збаўцы нашага Ісуса Христа. Каб яны былі для тых, хто причащаецца на цвярозасць душы, дзеля выбавлення грахоў, дзеля супольнасці са святым Тваім Духам, дзеля здзяйснення валадарства небеснага, дзеля адвагі перад Табою, але не на суд ці на асуджэнне. Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэтае служэнне за спачылых у веры, прайцоў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў, за ўсякі дух праведны, які ў веры спачыў. Асабліва за ўсе святую, беззаганную, найдобраславеннейшую, славную ўладарку нашу Богородицу і вечна Деву Марию. За святого Яна, пророка, предвестника и хрестителя, за святых славных и всевелебных апостолов, за святого преподобного Лявонція Віленська, якого ёсць гэтая царква, за святых жанчын мироносец и праведного Иосифа Римофейского и Никодима, память яких сегодня адзначаем, за усіх белорусских святых и за усіх твоих святых, прасхадайніцтва якіх наведай нас, Боже. Успомни усіх, хто спачыў надзей на воскресенье і жыццё вечнае, новоспачылую Татьяну, новоспачылую Ганну і ўсіх ад века спачылых айцоў і маці, братоў і сясцёр нашых, заўжды памятнага архіепіскапа Артемія, і дай ім спачын Божы наш там, дзе ахіне іх святло аблічча Твайго.
Яще щиро молим Тебе, успомни, Господи, усіх правоверных епископов, які правильно навчають Слово Твоєї істини, усіх просвітерів, діяконів у Христі і увесь святарський і монаший чин. Яще приносим Тебе духовне гетее служення за увесь світ, за святую повсюдную апостольскую церкву, за тих, хто проводить життя у цноті і стіплості, за державу литовську, улад і войска її, за країну нашу Білорусь і за наш білоруський народ. Дай нам, Господи, мирно господарить на своей землі, каб ми жили у безпеці і мирі, лагодно і тихо, з усей набожністю і годністю. Сярод перших імені, Господи, великого Господара нашого, сусветного патріарха Варфоломея, захавай його для святих Твоїх церкваў у мирі, целості, доброй славі, здоров'ї, довголетті, каб ён правильно навчав Слову Твоєї істини. Успомни, Господи, город гэты, у яким мы живем, и все городы и краины, и тых, кто з верою живуть у їх. Успомни, Господи, тих, хто подорожничає по морі, на землі у повітрі, хто хвореє, хто покутує у несправедливим зняволенні, і збав їх, Господи. Успомни, Господи, наших ахвярадавців і доброчинців, і тих, що пам'ятають про убогих, і на усіх нас милості Твоє пошли. И дай нам одинными устными и одним сердцем славить и опевать усепочестное, цудовное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. И нехай будуть милости великого Бога, Збавцы нашего Иисуса Христа, з усіми вами. Усіх святих помянувши, знов і знов у мире Господу помолимся. Господи, помилуй. За принесенные свяченые почестные дары Господу помолимся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на святые, над небесный духовный свой ахвярник, як водар духмяности духовной послал нам Божию ласку и дары Святого Духа, помолимся. Господи, помилуй. Одинство веры и супольности со Святым Духом, попросивший сами себе один одного, и все життё наше Христу Богу отдамо. Тебе мы доверяем усё наше життё и надею уладару человеколюбный, и просим и молим и умолим, полечи нас вартами, причаститься над небесных Твоих и страшных таемствов, этой святой духовной трапезы с чистым сумлением, деля отпущения грехов, деля выбачения провинов, деля супольности с Духом Святым, для успадкования володарства небесного, деля отваги перед Тобою, не на суд, ти на осуджение. И полечи нас вартами уладару, за двагою без осуджения, осмелиться закликать Тебе, небесного Бога Отца, и промовлять: Отче наш, який есть на небесах, нехай святится имя Твое, нехай придет володарство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеб наш наденный дай нам сегодня, и даруй нам провины наши, як и мы даруем виноватым нам. И не Веди нас у спокусу, але збав нас от злого. Бо Твое есть володарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Миру сим. Головы наши перед Господом схилим. Дякуем Тебе, небачный уладару, что своей невымерной силою усё створив и в багатці милости своей привів усё з небыту у быццё. Зерни, Господи, з небесаў на тых, что зараз схилили головы свои перед Тобою, бо яны схилили их не перед плотью и кровью, але перед Тобою, величным Богом. Дык вось уладару, принесенные тут дары усім паровну раздай, кожному поводле потребы. Будь сподорожниками по морі, на землі і у повітрі, визволи несправедливо зневолених, оздорови хворих, лекару душ і тілов.
ласкою и щедростями и человеколюбством одинородного Сына Твоего, с яким Ты добрословенный, с усей святыми, добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды и на веки веков. Боже, очисти нас и доброслови нас. Увага! Святое святым! Раздробляется и разделяется ягня Божие, якое раздробляется, али не разделяется, заужды естся, али николи не з'їдається, а ты, кто причащается, освячая. Иисус Христос перемагає, наполнение Духа Святого, добрословенная теплыня святынь Твоих, заужды, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Ведайте, сегодняшняя апостольская Віру, читання Господи, визнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что Ты пришел в свет грешный, избавить яких перший, я еще верю, что это есть со мной. Все чистое тело Твое, это есть сама почестная кровь Твоя, тому молюсь о Тебе, помилуй мне и пробачь мне провины мои вольные, межвольные, злобленные условия Твои. Свідомо, несвідомо, зроби мені вартим, без засудження, причастиці, всі часті Твоїх таїнств, вибачення греху, тіля життя вічного. Амінь. за одной И вечери Твоей таємної, Сині Божий, сьогодні удельником мне дозволь быть. По ворогам Твоим я не выдам тайны и не дам Тебе поцелунка, як Иуда, Олег, разбойник, вызнаю Тебе, успомни меня, Господи, благодарствую. Да, все же будет мне причастие святых Твоих таинств, Господи, на целом души и тела. Аминь. громади, яка вийшла з юдейської традиції, габреї, які жили в Єрусалимі. І були еліністи, це ті люди, які ці вчора були ще паразитами, і ми стали це ті, хто вийшов, долучився до церкви з блудних язичників. І ці люди не вміли жити так, як було звичайно у Єрусалимі, у храмовому служенні, де були прописані інструкції, як треба обслуговувати вдов, сирот. І ця схема була пропрацьована, і вона була для своїх. І ось це поділення на своїх і тих, хто додався, вона вельми проявилася у цей момент сьогоднішнього уривку. І прийшлось апостолам, як і Ісусу, який прийшов у світ, як знайти нові варіанти відносин поміж чоловіком і Богом, прийшлось їм шукати некий новий варіант. І апостоли кажуть одну просту річ, яка не кажеться словами, але вона лежить на другим слої цього тексту. Вони кажуть, справа спречки ваші, справа не у тим, хто буде обслуговувати столи. Це як у сім'ї. Коли постає питання, хто буде робити посуд, то справа не у гэтым. А справа у довіру і прислуховуванні. Справа у тим, приймаємо ми один одного чи ні. Ось апостоли знаходять виступ раз молитви. Вони кажуть, що треба знайти тих людей, які будуть нести служення. Не працювати, не виконувати кодекс, не виконувати правила, згідно яким треба обслуговувати ті інші слої насильництва, а служити. І треба зауважити ще одну важливу річ. У книгі Діїв про діаконів, яких сьогодні шанує церква, яких сьогодні професійний день, больше про дьяконов не кажется, кроме только того, что первая погроза покарания супротиву, супротив церкви отбилась на этих дьяконов. Новый способ життя, служения один одному, был не досподобен этому свету. И он не будет николи досподобен. Потому что праца, и она зразумела, а служение нет. И мы нават сегодня с вами гэта добра разумеем, живучи ў нашай грамадзе. У нас есть два святары, професійныя супрацоўнікі рэлігіі.
і ніводнага д'якана. І гэта задача наша. Выконваць гэты абавязак, несці служэнне наше так, каб, як і ў сённяшнім урыўку сказано, каб святары прынялі веру. Амінь. Со страхом Божиим, верою и любовью приступите. Благословенный, кто приходит во имя Господа, Господа милостивый. Эмилия причащается святых и почестных тела и крови Господа Бога, избавцы нашего Иисуса Христа. Подходите, кто хочет причаститься. Евген причащается святых и почестных тела и крови Господа Бога, избавцы нашего Иисуса Христа. Валерия причащается святых и почестных тела и крови, тело и кровь Христовая. 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 Тело и кровь Христа. Тело и кровь Христа. Тело и кровь Христа. Тело и кровь Христа. Тело и кровь Христовая. Тело и кровь Христовая. Аллилуйя! 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 Отмый, Господи, грехи Ты, что поминались тут, кровью Твою почесную, молитвами святых Твоих, завжди, і тепер, і завсюди, на веки веков. Аминь. Збав, Божа, людей Твоих, и доброслови спадщину Твою. Христос воскрес! Добрословенный Бог наш завжди, цяпер і заўсёды, і на веки веков. Узнесися на небесы Божии, по всей земли слава Твоя. Узнесися на небесы Божии, по всей земли слава Твоя. Узнесся Ты на небесы Божии, по всей земли слава Твоя. Получаться справедливости. Станьте ровно, принявшие боские, святые, вся чистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные Христовые таемства, належно подякуем Господу. Оборони, избав, помилуй и захини нас, Боже, ласкою Твоею. Попросивши, каб день гэты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все життё наше Христу Богу отдамо. Дякуем Табе, человеколюбный уладару, добродею душ и телов наших, что Ты сегодня зрабил нас вартами быть удельниками Твоих небесных и несмиротных таемств. Выпростай наш шлях,
Умацуй нас усіх у страху Твоїм, заховай наше життя, керуй нашими кроками по молитвах и заступництве Всеславной Богородицы и Вечно Девы Марии и всех святых. Бо Ты освящение наше, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. С миром выйдем, Господу помолимся. Господи, Ты добрословляешь Ты, кто Тебе добрословляй, и освящаешь Ты, кто сподеется на Тебе. Сбав народ свой, доброслови удел свой, полноту церкви Твоей заховая святи Ты, кто любит красу дому Твоего. Прослави за это Божию Твоей силу, и не покинь нас, якие сподеемся на Тебе. Мир свету Твоему дай, церквам Твоим, святарству, уладам, и войску этой краины, и всем людям Твоим, бо всякий добрый и досконалый дар дається звыш, и сыходит от Тебе, и Царь светилов, и Тебе славу и подяку и поклонение узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Сердц малых над Белорусей, тихо и ветлой рассыпь промени свое хвалы, дай спору працы, что дённой шерой на лусту хлеба народный край, повагу силу и величь веры нашу правду пришлась дай, дай уродливость житнёвым нивам, учинкам нашим пошли в молот, зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Добрословение Господа на вас, Его ласкою человеколюбством, заужди теперь и завсёды и на веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Сквозь мертвых смерть завоевал, и тем, что в могилах житё даровал, Христос воскрес мертвых, смерть завоевал, и тем, что в могилах житё даровал, Христос воскрес мертвых, смерть завоевал, и тем, что в могилах житё даровал. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Мати, святого Отца нашего Яна, архиепископа Константинопольского, Златоустного, святого преподобного Лявонтия Виленского, якого есть гетая церква, святых усіх земли белорусской, святых женщин мироносец, яких сегодня память здійсняем, святого праведного Иосифа Аримафейского и Никодима, святых и праведных богайцов, Якима и Ганны и всех святых, нехай помилуй и избавить нас, бо он добрый и человеколюбный. Христос воскрес,
мертвых смертью смерть воевал, и тем, что в могилах житё даровал. Христос воскрес, мертвых смертью смерть воевал, и тем, что в могилах житё даровал. Христос воскрес, мертвых смертью смерть воевал, и тем, что в могилах житё даровал. Христос воскрес! Дорогие сестры, браты, сегодня у нас так само такая сумная годовина, 40 год с дня Чернобыльской катастрофы. И шмат кого эта трагедия закранула. І апошняя моя парафія ў Беларусі, яна фактычна складалася з людзей перасяленцаў з чарнобыльскай зоны. І я шмат чуў ад людзей, што яны перажылі, і вось гэтая траўма, якая жыве у іхніх дзецях. І я думаю, што калі не ўсе, то многія з нас чыталі і чарнобыльскую малітву Святланы Алексіевіч, книга, якую немагчыма, мабыць, без слёзаў чытаць. І, конечно, жыццё, психология человека такая, что нам хочется отвернуться от таких тяжких успамінаў, тяжких перажыванняў, хочется як бы забыцца на гэта ўсё. Але калі мы забываемся на людскі боль, на людскія перажыванні, праблемы, вось гэтыя выпрабаванні, то гэта падобна на то, як арганізм губляе імунную сістэму. Бо гэтая памяць, гэта імунная сістэма ад тых праблем, з якімі сутыкнуліся людзі. І вось гэтая памяць, яна вельмі неабходная. І зараз я хацеў бы, каб мы ўсе разам звярнуліся да Господу і прачыталі малітву і за ўпакаенне тых, хто аддаў свае жыцці, асабліва за тых, хто аддаў свае жыцці, ратуючы іншых, і за ўсіх тых тысячы і тысячы людзей, якія захварэлі ў наступства гэтай трагедыі, і за Богам створаную прыроду, якая так моцна пацярпела таксама ад гэтай трагедыі, ад чалавека, і папрасіць у Господа, каб Господь сапраўды бярог нас і ад такіх тэхнагенных катастроф. І я згодзін з тымі, хто кажа, што такія катастрофы ёсць наступствам духоўнага крызісу чалавека. І таму вось нам трэба памаліцца за тое, каб вось людзі былі мацнейшымі, чысцейшымі, больш адпорнымі на тое зло, якое спрабуе захапіць род людскі. Господу помолимся. Господи Боже, уладару жыцця і смерці, з пакораю і болем звяртаемся да Цябе, успамінаючы ўсіх, хто пацярпеў ад страшнай бяды Чарнобыля. Прымі ў сваю нябесную абіцель душы тых, хто загінуў у тыя дні, хто аддаў свае жыцці, каб уратаваць іншых, ліквідатараў, пажарных, воінаў, простых людзей. Дай ім супакой і вечнае святло, Господзе. Дабраславі, Боже, тых медыкаў, якія з любоўю і самаахвярнасцю служылі і служаць хворым, умацуй іх сілы і захавай іх у міласці Тваёй. Паглядзі міласэрдна на ўсіх, хто пакутуе ад хваробаў і наступстваў радыяцыі. Дай ім ацаленне, цярпенне, надзею, а іх родным суцяшэнне і падтрымку. Господзе, Ты стварыў гэты свет прыгожым і чыстым, ачысціш зямлю, ваду і паветра ад усякай шкоды, аднаўляй зраненую прыроду і навучы нас берагчы Твой дар. Але перш за ўсё, Боже, ачысці сэрцы нашы ад граху і безадказнасці, бо духоўна
духовная слепота и отступление от себе привели человека до разбурения и беды. Научи нас жить у правде и любови Твоей, бо Ты есть скриниця життя, и Тебе належить усякая слава, пошаны и поклонение, теперь и заусёды, и на веки веков. А ще я сьогодні вельми радий бачити сестру нашу Ірину, яка на цих подпорочках прийшла. Дякую Наталі за сьогоднішнє слово. І усіх вас радий бачити, і особливо хочу сьогодні повіншувати усіх наших парафіянок, дорогих. Вот перед службой заехали за кветочками, и хай эти кветочки радуют вас и напоминают про женщин-мироносцев. Так что, сестры, подыходьте спочатку, а потом уже браты. Да. Ирина, давайте. Христос воскрес. Эмилия. Христос воскрес. 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 Так. Валерія, Христос воскрес. Так, добре. Подиходьте, брати, і усіх запрошуємо до столу. Христос воскрес. Да. Ой, Христос воскрес, матушка. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Дякую велике всім, хто з нами був сьогодні на службі. До зустрічі, простий день. Пока. Це ви Марфа, мабуть, ні? Я вельми радий вас бачити.